Тулугановка – единственное ногайское село в Владарском районе, которое, как оказалось, имеет яркие этноисторические корни. Готовясь к этой передаче, мы не подозревали, как далеко отнесут наши поиски – ко временам Золотой Орды, Ивана Грозного, к Шереметьевым, Юсуповым. В общем, смотрите сами. В этом году Тулугановскому сельсовету исполняется 90 лет, а самому селу 117. Село небольшое, но необычно яркое и уникальное в этноисторическом плане. Здесь испокон веков работают на земле, разводят скот, занимаются растениеводством и не терпят безделья. Как и все ногайские села, Тулугановка имеет двойное название. Все ногайские села Астраханской области имеют два названия. Тулугановка, Онрау. Яксатова, Жамали. Кзан, Татаро-Башмаковка. Словосочетание Тулуганка происходит от слова Тулга. Тулга означает боевой шлем. Чтобы понять уникальность этого села, нужно изучить генеалогию Мирс-Тимбаевых, главным улусом которых считалась Тулугановка. Для этого вернемся к истории золотоордынских правителей и Мирс. Это 1223-1450 годы. В годы правления золотоордынских ханов выделялся известный вельможа, он же имел звание Бекля-Ребека, Золотой Орды, то есть главный вельможа Золотой Орды, Ногай. Ногай был очень удачным воином, он был батыром, он же стал военачальником, он был любимцем многих монгольских ханов. В его правлении, когда он был Бекля-Ребеком Золотой Орды, при нем снилось 20 ханов в Сарайбату, то есть Золотой Орде. Он же оставался все время военачальником, имел огромный авторитет как военачальник и позволил в 1301 годах выделить самолично свой уезд. Он добился от монгольских ханов, чтобы ему выделили личный уезд, личную волость, скажем так. Одним из сыновей Ногая был Едиге, которого считают основателем Ногайской Орды. Одним из его потомков был Мирза Исмаил. Едиге очень хорошо известен и распевается в различных песнях, не только ногайцев, но и современных казахов, каракалпаков. Так что имя известно Едиге в самых различных вариациях. У Едиге было много детей, и один из его праправнуков были двое известных Мирс. Это Мирза Юсуф. Мирза Юсуф известен тем, что был отцом татарской царицы, казанской царицы Сюембике. Сюембике была одной из самых последних цариц Казанского государства. Известно, что перед падением Казани ханом был Сафа-Гирей, однако Сафа-Гирей умер в 40-летнем возрасте при странных обстоятельствах, и временной регеншей стала его жена, царица Сюембике. И вот при Сюембике Казанское ханство пало. Вот она известна тем, что Сюембике была дочерью Мирзы Юсуфа, а Мирза Юсуф имел младшего брата Мирзу Исмаила. От Мирзы Исмаила, от его сыновей произошли семья Мирс-Тимбаевых. Мирза-Тимбаев имеет прямое отношение к нашим кундровским ногайцам. Это является улусом Мирс-Тимбаевых. Кундросы всегда считались улусом, то есть землей и людьми Мирс-Тимбаев вот с тех пор. Это где-то датируется, где-то, скажем, 1560-1550 годы. Значит, Мирза Тимбаев, он был четвертым сыном Мирзы Исмаила, известного друга Ивана Грозного. В год основания Тулугановки в 1835 году правительство России лишило всех астраханских мирс их власти и прав на дворянство. Лишь позже, в 1840 году, император Николай I даровал им службу в казачьем войске, без налогов и с возможностью занимать должность урядников и младших офицеров. Мирза Тимбаевы таким образом являются ближайшими родственниками Мирс Юсуповых. Мирза Юсуповы в подавляющем большинстве приняли во времена Ивана Грозного православие и стали переезжать в Петербург, в Москву. Они приняли православие, и с тех пор там появились князья Юсуповы. Ближайшие родственники это были князья Шереметьевы, те же из наших ногайцев, и князья Курбатовы. То есть они окончательно обрусили.
Да? Юсуповы слышали, Шереметьевы, Курбатовы. Это они имеют непосредственное отношение к нашим. А вот дети, скажем так, отпрыски Мирстимбаевых, они православие не приняли, остались в мусульманстве и остались здесь. Поэтому они никаких княжеских титулов, земель не получили. Потомки рода Тимбаевых сегодня живут в селе Тумак и соседних селах в Казахстане. К сожалению, свою интересную родословную они постепенно забыли. Необычно Тулугановка и своими путешествиями. Как и все кочевые народы, Тулугановка несколько раз меняла свое месторасположение. На территории Володарского района, то есть здесь жители нашего села переехали в 1893 году. Переехали от старой Тулугановки, которая находится ныне в Приволжском районе, это 16-й пост, так называемый Кундрау. 16-й пост, это старый Тулугановка. Не путайте, пожалуйста, с той Тулугановкой, которую построили вдоль трассы. Есть еще трасса вдоль Аксарской трассы. Это новая Тулугановка, она к нам никакого отношения не имеет. Старая Тулугановка, так называемый Киякло Кундрау, это вот 16-й пост. Сейчас там осталось небольшое количество домов, это на берегу Волги. Вот здесь так и у нас в архивных данных доказывается. Располагалась в 15 верстах от Астрахани, насчитывала 50 дворов, 564 жителей обоего пола. В 1893 году часть жителей Тулугановки переехали на новое место, на берег реки Макарка, которая в те времена была полноводной и глубоководной. В селе имелись мечеть и сырный завод. Ранее село Тулугановка находилось здесь и имело название Кашкара-Кундрау. По архивным данным, здесь проживало около 250 человек. Сегодня об этом поселении свидетельствуют лишь керамические черепки. Еще одной загадкой Тулугановки являются топонимические названия. Кашкара-Кундрау напоминает маленькую Монголию. Эта местность носит такие имена, которые вошли в историю Золотой Орды. Вот здесь находится Бугор-Мангыт. Известно, что все джучи, все ханы Золотой Орды были из этого рода. Род мангытов до сих пор очень известный, и в Монголии хранится в одном из хурулов книга, где золотыми буквами написана история Найман Мангыт. И это является святыней для всех монголов. Ну, а напротив, это Бугор-Кашкара. Ну, о Кашгаре, может, кто-то слышал. В нынешней территории Китая сейчас есть такой город с этим названием. Так что эта территория напоминает маленькую Монголию. В 1913 году, когда река начала резко пересыхать, жители начали переходить на место нынешней Тулугановки. И по воспоминаниям старожилов происходило таким образом. Значит, дома, пластинчатые дома разбирали, грузили на арбы и потихонечку перевозили. И там уже на берегу реки Рычи, более полноводной, более широкой, глубоководной реки, они строили дома. А дома в то время были в основном пластинчатые. Значит, ногайские и татарские дома в основном были пластинчатые. Значит, эти пластины дерева по плаву доставлялись из верховьев Волги. В Астрахани пластины скупались жителями и потом сюда перевозились, таким образом строили дома. В современной Тулугановке сохранилось несколько домов, которые переехали из Исыкаула. Это дом Мустафаевых, одно из старейших зданий села Тулугановка. Ему более века. Ранее, до того, как его обшили кирпичом, он был пластинчатым. Построил этот дом Мустафаев Ажмула, первый секретарь Новотулугановского сельсовета. Дочка первого председателя Новотулугановского сельсовета Мустафаева Ажганым Ажбулаевна знает по рассказам матери, как проходило это переселение. Апичер болған. Ауылда. Апичерар болған. Соғыста. Түсінесің, ол жоқта мен манам көшелмей қалған. Искауылдан көшелмей қалған да. Мұсылманшаға тағы кеттім да. Дүрдей қалып қойған сонда көшелмей. Оның атасы ол заманда жебой болған. Мен манамның атасы. Мына тұрған жерде құлап атқан үй бар, қиырып атқан. Сол үй менің анамның атасының үйі. Асан деген кісі, Асан.
кішкентай қызына қалдырған. Ол қызы сатып кеткен ол үйде кісіге. Абдрахим атасын сатқан. Свидетелем многих событий является этот дом семьи Мустафаевых. Например, в 1926 году вся Тулугановка была затоплена весенней водой. Уровень воды доходил до потолка. Сейчас этот дом обшит кирпичом снаружи, внутри здесь провели работы, и они сверху покрыты сухой штукатуркой. Уверяю вас, под сухой штукатуркой на уровне потолка, чуть ниже потолка, еще в 1971-1972 годах оставался темный след воды. В 1926 году село Тулуганка было все-таки затоплено весенней водой, и уровень воды доходил до уровня, почти до уровня потолка. И я помню, здесь было написано, 1926 год было выжжено, это год затопления села Тулугановки, и уровень воды доходил практически до потолка. Таких домов сейчас в нашем селе осталось, может быть, 5-4 дома, ну не более. В годы становления советской власти о происхождении Мирсу-Русовых и Тимбаевых не забыли. Правнучка Мирсу-Русовых Шалмурзаева Хадича Нургалиевна рассказывает о своем дедушке, которого чуть было не коснулось раскулачивания. Когда революция начался, дедушка взяли, обкидкана, милиция говорит, его забрали. Потом он сказал, у меня вот есть договор, я все богатство дал, у меня ничего нет, дом. Потом сверху в течение 24 часа несите домой и прощения просите. Вот так и дедушка жил, его никто не трогал. В 1910 году в селе уже на пожертвование сельчан стали строить самые большие здания – мечеть и больницу. Ныне это здание Дома культуры и школы. В 1913 году основали мусульманскую школу, Новотулугановское народное училище, в которой числилось 33 ученика. Преподавали вероучителя. Школа подчинялась 2 министерствам. Школа значилась по 2 ведомствам – Министерство народного просвещения и Министерство духовного просвещения. Представляете, да? Какое оно имело название? Народное училище, оно подчинялось 2 министерствам. И первыми преподавателями были вероучителя. То есть в нашем понимании моллы. Хорошо обученные моллы. Это были Абиталип Абдулаев, первый наш учитель, он же вероучитель, он же молла в нашем селе. Кстати, оставил очень интересный след. И вероучитель Исхак Бакаров. Вся Астрахань, 1919 год, страница 145. Насчет Абдулаева я слышал у наших стариков и бабушек. Они очень хорошо отзывались об Абиталипе Абдулаеве. К сожалению, он был раскулачен в 1930-х годах. Он был раскулачен. А значит, учились они в современном здании школ, в современном здании клуба. Клуб вы знаете? Да. Так, этот клуб есть не что иное, как Ногайская сельская мечеть. Была построена на средства жителей села в 1930 году. Она была двухэтажной, имела манару, то есть купол. Вот современные бабушки, которым сейчас за 80 лет, они говорят, что там они учились. Значит, манара просуществовала до 1920 какого-то года, потом власть закрыла мечеть, купол разобрали, 2-й этаж сняли, и она стала сельским клубом. Но до сих пор это здание остается самым большим зданием в селе. Сама же современная школа имеет другое происхождение. Первоначально школа находилась в домах-мазанках, потом построили бревенчатое здание, в котором обучались до 1957 года. Преподававшая в те годы Шалмурзаева Хадича Нургалиевна вспоминает о тяжелых годах. Когда я приехала, еще одна Мусагалиева была, теперь ее нет, я вдвоем стали работать. Она, например, 1-й, 3-й учила, я 2-й, 4-й. Она кімнің затында. Сейчас живет. Гүлбика там школа. Добида я, например, Пусавидана. Ну, время очень трудный был. В селе особенно трудный был. Мы хотя зарплату получаем, а у них ничего нет. Дети приходят, когда вот в сентябре, грязные. Рядом, берег же рядом, иди, говорит, помой руки. Не знаю, школа была, не знаю я.
Я никогда их не ругала, что они грязные, что вовремя не приходят, потому что я сама знаю, я сама пережила эту войну уже. А здание современной школы было ранее больницей. Больницы были разные отделения, хирургическое, родильное, всех лечили, а врачи были из города, приезжали специально. Это было до войны. Галимжан Темиргалиевич Темиргалиев, который около 20 лет возглавлял Тулгановскую школу, вспоминает о начале своей трудовой деятельности. В 1905 году я работал до этого в Новорычанской 8-летней школе. Перевели сюда директором школы в Тулгановку. В 1965 году. Да, в 1965 году перевели директором Тулгановской школы. В августе месяце. Ну, я приехал туда принимать школу. Школа пуста. Ремонта нет. Заросший двор. Все. Там колюшки, колючках. Ребятишки прячутся. Увидят меня. Показывают, вот так директор идет. Директор идет. Один поднимется, все встают и кричат: директор. А так, ну, я приступил, значит. В общем, школа была запущена в виде. Очень даже. В материальном отношении. Так. Ремонт не проведен. Провели там, обмазали глиной. Это неровно. То, что они сделали. Как краски нет. Парты, доски черные, черно покрашен черным цветом. Вот. Сейчас не мешаю, я в этом не работаю. Ну, раз приехал, значит, надо работать. В это время не было ни одного учителя с высшим образованием. Воспитательная работа оставляла желать лучшего. Поэтому наличие хороших кадров стало первоочередной задачей. Вот. И заявку писал туда-сюда, бегал. Со школ собрал некоторых, даже с других школ. Вот. Так вот работал. Сколько лет работал. 4 года где-то работал. И потом приехали, значит, 3 студента, выпускников Астраханского пединститута. Учитель, значит, немецкого языка Топоркова. Так, учитель русского языка Людмила Александровна, ее фамилия Тюменцева. Потом редактор была она здесь, газета районная, с дипломом красным. И была, значит, Кургина, молодой математик. К этому времени некоторые выпускники педагогического училища поступили в пединститут, некоторые уже стали оканчивать пединститут. Вот. Коллектив уже постепенно поправляется. И врачи. И все. Хорошо становится легче. К концу 70-х годов школа стала передовой. Верная спутница жизни Галимжана Темиргалиева Насип Таировна вспоминает о своем хорошем педагогическом коллективе. Коллектив работал очень дружно, сплоченно, понимали друг друга. Основными видами деятельности жителей села являются с давних пор животноводство и растениеводство. Старожилы хорошо помнят, как образовался первый колхоз в 1930 году, 13 лет октября. Какие урожаи арбузов, картофеля, дыни выращивали наши сельчане. После войны колхоз переименовали в колхоз «Победа», а в 1951-м произошло объединение колхоза «Жанат Алап» и колхоза «Победа». Так развитие хозяйственной деятельности приходится на 60-е и 90-е годы 20 века. Село Тулгановка стало отделением номер 1 совхоза «Зеленгинский». В 1974 году управляющим отделением был назначен Камалединов Мурзаш Кумарович. При нем росли посевные площади, были построены орошаемые участки, рисовые ячейки. За это время мы строили Кашкалдахский участок орошаемый, 130 гектаров. На острове Железный построили орошаемый участок.
реконструктировали ту Луганский орошаемый участок, раньше был это орошаемый участок, и также реконструктировали Сазанатауский участок. Вот. Наше отделение находилось на 8 островах. Работать очень трудно было так. На каждом острове мы заготавливали сено, выращивали кормовые культуры, вот. Закладывали очень большое количество силоса. И в Кашкалдах находился дойный город, и в этом Тулугановке находился. Но потом со временем мы свели в Тулугановку, центр все-таки. А Гулевойскую содержали на островах. Через несколько лет нам еще приплюсовали бывшую 4-ю ферму, вот это Алтынжарский, где Алтынжарский мост стоит. Тогда у нас был здесь 2 дойных города, там 3-й дойный город. В это время функционировали 3 овощеводческие бригады – учебно-производственная по производству кормов и по выращиванию риса. У нас бригады, овощеводские бригады было, и 2 овощеводские бригады взрослые Колбаев Хайрул Рамазанович, и это Аймиша Хатима Шапхатовна, а 3-я я ученическая бригада Луганская возглавляла в те годы. За высокие результаты ученики не раз награждались грамотами и письмами. Среди них была поездка в Звездный городок. Особенно запомнился тулуганцам первый цветной телевизор. Бородин сам приехал, первый секретарь обком партии. Вот. Он посмотрел, был очень доволен нашей работой. Наградил с первым цветным телевизором. Для самих школьников работа в ученических бригадах была хорошим подспорьем. На свои кровно заработанные они могли позволить себе быть не только одетым, но и полностью готовым к школе. Мы соревновались между нами, создавались у нас ученические бригады, и мы жили в лагере, который у нас был за селом. Потом выезжали на районные соревнования тоже по сбору помидоров, по прополке. Также нас поощряли премиями, игрушками, призами. Вывозили в цирк, в город. Также мы награждались поездками на Кавказ. Тулугановские работники били все рекорды. Среди них были пятисотники, те, кто выращивал 500 центнеров томата с гектара. Показатели, как, скажем, мы перевыполняли по заготовке сена на 120, на 130%. План был 14 центнеров. Мы брали 16, 18, иногда 20. За 12 лет все было. В 1975 году у нас совхоз был передовиком. Как раз мы в 1973 году первый «Жигули» машин купили себе. Тогда у нас сверхплан хороший был. 500 гектар за тонну помидор. С гектара 500 килограмм помидор был. И нам сверхплан дали. Вот по этой сверхплану нам за премиальные дали машину. Жизнь работающего коллектива была насыщенной. На помощь совхозам и колхозам приезжали студенты из других городов. Мы принимали ежегодно несколько сотен студентов. Особенно нам помогло это Казанский финансово-экономический институт. С ними как-то мы нашли общий язык. Хорошо трудились, они не считают со временем. И я слышал, некоторые даже в нашем совхозе так, некоторые не работали, уезжали, скандал устраивали, потому что не создали нужные условия. А мы им трехразовое питание, лагерь, все в общем создали, в общем, они работали. Вот. Потом принимали в этом, с Коми Айстер студенты принимали, с Бурятии принимали школьников. И когда уже они уехали, принимали Астраханский педагогический институт. В годы перестройки совхоз развалился. Сегодня в Тулугановке 80 личных подсобных хозяйств, и в каждом имеется от 2 до 4 теплиц. Большинство жителей в последние годы самостоятельно выращивают рассаду помидоров, огурцов, баклажанов, перцев. Для этого во дворах построены зимние теплицы, а у некоторых в теплице проведено газовое отопление. Все работы жители начинают проводить еще с середины января и продают свою продукцию до ноября, обеспечивая не только жителей райцентра, но и города. Тулугановские овощи стали своего рода некой маркой, подтверждающей знак качества. Если огурец из Тулугановки, то он обязательно хрустящий и вкусный, а помидор сочный и мясистый. Жизнь многих сельчан проходит так, как в семье Ажмулаевых. Подобный им с утра до вечера каждый член семьи проводит в заботах. У бабушки Гульжузым 3 сыновей и дочка, и каждый приучен к труду.
Ну, труд большой. Вот. Они вот с 5 часов встают до вечера почти. Ну, 2 часа отдых, наверное, в обед. Остальные все работают они. Молодцы. Мы сами, когда молодые были, мы сами тоже так работали. Вот. Теперь и они уже, мы уже. Ага. У всех детей есть такие парники. Вот. 3 детей и дочь. Все занимаются огородами. А уж внуки Гульжизам Ажмулаевой помогают, в свою очередь, своим родителям. Несмотря на каникулы, дети не отдыхают, а трудятся. Прополка, полив, сбор урожая – в общем, дела хватает. Мы привозим с папой всегда навоз, и я помогаю во дворе убираться. А ты что делаешь? На каникулах мы не скучаем, мы помогаем родителям. Мы помогаем им собирать помидоры и огурцы. Мы выбираем траву, убираемся дома. А ты? Аришка? Я помогаю маме мыть посуду и убираться дома, навали подметать. Не только день, но и весь год тулугановцы трудятся на своей земле. Для каждого времени года свой план действий. Чтобы иметь хорошее хозяйство и заработать деньги, тулугановцам нужно не так много. Солнце, земля и вода. Вот что нужно для тулугановцев, чтобы иметь крепкое хозяйство. Сегодня на территории Тулугановки нет колхозов, только личные подсобные хозяйства. А в фермерском хозяйстве заняты Тимралиев, Ишниязов и Сундетова. Глава КФХ «Радик» Абай Тимралиев организовал его еще в 1998 году и уже добился определенных успехов. Немало этому способствовало капельное орошение, которое появилось у него впервые 2 года назад. И теперь его площади стали давать больше продукции. В планах строительства у него овощехранилища. Сделать это ему под силам, так как Абай объединился с фермером Владимиром Ли. В этом году мы объединились с ребятами с города, потому что одним работать очень, в финансовом отношении тяжело. Сейчас работаем с ними совместно. Посадили, как обычные культуры для нашей местности. Это баклажаны, помидоры, капусту. Да, использую систему капельной, как всегда, кстати, уже дождевальная система уже прошлый век. Сейчас все на капельной системе сидим. Все, новые технологии, новые виды удобрений. Несмотря на свой тяжелый ежедневный труд, тулугановцы умеют отдыхать. Делу время, а потихий час. Хотя все свое время тулугановцы уделяют животноводству и растениеводству, но время для досуга у них найдется. Тулугановка – многонациональное село. Сегодня здесь живут татары, казахи, нагайцы, русские со своими традициями, обрядами, обычаями, которые передаются из поколения в поколение. При Доме культуры сегодня действует народный ансамбль «Кундрау». Образцовый ансамбль «Галлер», ручеек, любительский театр, вокальный кружок, а участниками стали пенсионеры, домохозяйки, учителя и учащиеся школы. Все они являются неоднократными дипломантами и призерами региональных районных грантов и конкурсов. В прошлом году народному ансамблю «Кундрау» исполнилось 20 лет. В нашем ансамбле «Кундрау» основателями являются много семейных пар, таких как Тимирбулатовой, Ишниязовой, Сабитовой. В 2010 году состоялось открытие гимнастического зала «Волшебный мир танца». Развитию танцевального искусства не только в селе, но и во всем районе во многом способствует Салтанат Сатова. Ее хореографический коллектив «Геллер» сегодня состоит из 30 человек. По инициативе творческой группы в 1992 году и при поддержке Стуканова Сабита Кадыровича был создан любительский театр. Там играют не только дети, но и взрослые. Театру повезло. Сегодня его руководителем является Муслим Кусалимов, который не только исполняет роль продюсера, но и сценариста. Нахожу я пьесу, пишу на, как говорится, сценарий, чтобы удобнее было нам это все играть. Затем эта пьеса прочитывается, раздается всем как экземпляры,
раздаются здесь роли, определяем, кому какие роли давать. И начинаем вот это все потихонечку сначала учить слова. Потом уже на сцене у нас уже здесь разыгрывается уже все действия, как говорится, уже без текста. У нас вот кто свободен стоит, поправляет, например. Это, ну, основная задача у нас является вот это довести. На каждый праздник готовятся шуточные сценки, интермедии, которые зачастую звучат на 3 языках – русском, татарском и казахском. Готовим небольшие маленькие интермедии шуточные. И потом мы поставили вот на 8 марта и на День пожилых людей по пьесе Райсы Ишмуратовой спектакль «Солдырмағыз Сарби Шашаган» на татарском языке. То есть мы здесь охватываем и татарский язык, и казахский язык, и на русском языке мы этот ставили на День влюбленных вот на 11 февраля по инициативе вот девочек, которые у нас учатся в этом в колледже культуры. Сегодня актеры работают над своей новой постановкой, разучивают роли, декорации готовят сами. Так что тулугановцы умеют не только работать, но и культурно отдыхать. Сегодня Тулугановка – одно из лучших сел Володарского района. В прошлом году она была признана самым благоустроенным населенным пунктом Астраханской области. Здесь все пропитано духом заботы и труда ее жителей, поэтому их заслуженно называют тружениками района. Я хочу сказать, что у меня особое отношение к этим людям. Я везде и всегда их называю кормильцами. Это люди, трудяги, которые работают на своих присадебных участках. Эти люди, которые сегодня реализуют свою продукцию. Это люди, которые хранят сегодня свой быт, хранят свою культуру. Это чистота в этом селе. Это своеобразное село в нашем Володарском районе. И у меня очень теплые, хорошие отношения с этим селом. На всех выборах, на которых я участвовал, они всегда меня поддерживали. Поэтому я еще раз хочу сказать, но не из-за этого я их уважаю и почитаю, а из-за того, что они очень много работают и очень мало обращаются за помощью, а только если примерно решить какие-то более глобальные проблемы для реализации своих идей на территории своего муниципального образования. Я искренне вас поздравляю с Днем села, я искренне вас благодарю за ту работу, которую вы проводите. Это ваше самобытное село. Я благодарю вас за то, что вы храните всю культуру, которую передали наши предки вам. И надеюсь, что так и будет продолжаться, и молодое поколение будет хранить те традиции, которые сегодня храните. С праздником вас, здоровья, счастья, благополучия. Пусть Всевышний милостью хранит вас и оберегает. В ходе работы над передачей я для себя отметила 3 момента. Первое. Тулугановцы никогда не станут Иванами, не помнящими родства, потому что с ними живут и трудятся люди, которые искренне увлекаются историей края, и свои знания они передают детям. Второе. У тулугановцев с настоящим все в порядке. Жители не надеются на доброго дядю, занимаются хозяйством, трудятся. Подкрепленные знанием и опытом мудрых стариков, у них все получается. Будущее у тулугановцев будет светлым, потому что тулугановские дети приучены с самого раннего детства к труду. И я уверена, они внесут новые страницы в историю края, продолжат богатую местную традицию.